Был я, братик Микаэль, сестричка Левья и еще один, которого я не знаю. אני, מיכאל, ליביה ועוד אחד אשר לא ידעתי בו, והוא שר שלום אשר פרץ, который ворвался в семью והשתקם במקומו המיועד לו, и ввинчен был в место, уготованное ему. על כן לא ידענו על קיומו, поэтому мы не знали о том, что у нас есть брат в галактике, איפשהו בגלקסיה. Но занесло ветром, как видите, и твердо. Дальше. И мы работали у нашего знакомого, у него в доме. עבדנו אצל חברנו, ידידנו בביתו. Дальше. Дом был двухэтажный, и на улице была ночь. בית היה דו-קומותי. опять двухэтажный. שוב פעם. שתי קומות אצל אלגיבור, опять два этажа. ולילה היה בחוץ. Это означает, זה אומר שחיסוניזציה תימשך, כי הם נשלטים לחלוטין על ידי טלוויזיות. אני полностью зависим от телевизора, מהאלילים שהם עובדים אותם от божков, которым они служат. כי селебрити בשבילם הוא אחד האלילים שהם עובדים אותם. знаменитости для них настоящие боги. ומה שהוא עושה, אני עושה גם. что он делает, я буду делать так. בכל אני רוצה להיות דומה לאלילי. во всем я хочу быть похожим Богу моему, божку моему. כן, האיסור לעבוד אלילים, поэтому нельзя на других божков работать. לילה, כי משיח שנצלח מאת אלוהים מהשמיים, עומד באמצע ישראל ומזהיר אותם לפני החיסונים. Бог послал Господа с небес и предупреждает их о том, чтобы не делали прививки. והם לא רואים אותי, они меня не видят. הם עובדים אותם, они работают на них. הם עובדים את האלילים, которые нет в них духа, אין בהם רוח. не могут ходить, не слышать, не говорить. כי לא יודעים להתהלך ברוח, לא יודעים לדבר ברוח, לא יודעים לשמוע את רוח. у них нет связи с Богом. כי אלוהיהם ממון, ибо Мамона есть божество их. Да, дальше что? И вдруг начался каменный град. ואז התחיל פרד של האבנים, זה שעוד אנושות לא ראתה, еще человечество не видел. ברד זה החדש הזה, לא רק ינפץ שמשות, не только будет разбивать окна, אלא לראשונה יקרע את המעטפת של האבנים. впервые он порвет жестянку, которая обтянута машиной. ואז אנשים יגידו, וואו, זה יהיה ככה, כאלה אבנים מהשמיים. זה יקרה השבוע, השבועיים, в эту неделю, в эту 2 недели должно произойти нечто подобное. זה סימן בשבילנו שהזעם של יהובה מתחיל. Для нас это будет означать, что гнев Божий начинается, והוא מתחיל, и он начинается. אם משיח כבר לא מאופק בכיכר ומתחיל לקלל את עמו, если Господь начинает проклинать свой народ, живущих на земле. ספר התגלות 11 נכנס לפעולה, 11 глава входит в силу свою, כי אף אחד לא יכול לסבול את עד יהובה, никто не может вытерпеть свидетеля Божия, חוץ מאלה שמחפשים בסתרי ליבם את יהובה, кроме тех, которые тихонечко в сердце своем ищет Бога. Рекорим двором и зачитывается словом его. Эле, кен роимути, они видят меня. Афилом мейзим набешет. иногда даже им удается подойти. שזה נורא מפחיד. מתכוונים לחטוף את הילדים ולחסן אותם בכוח. ספר קייטנה, воровать детей и прививать их. создать там зомби. делать их зомби-подобными. כמו בימי נוח בדיוק, как נוח, ותרגמו בני אדם לזרעם. захотели смешаться через семя человеческое. זרעם, DNA של אדם, ДНК человека. Дальше. Этот град был чуть-чуть больше, чем грецкий орех. אבני ברד אלו היו קצת יותר גדולים מאגוז.
Вот такая балдожина может уже пробивать жестянку. יכולה כבר לחורר מכוניות. זה שזה הולך להתגשם ממש בקרוב, מכת הברד, שהאנושות תשים לב אליה, то, что это произойдет очень вскоре, и человечество заметит это. אומר שיום שישי הזה, в эту пятницу мы идем проповедовать об этом. אנחנו נלך לדבר על זה, и будем пророчествовать это. Люди, ждите каменного града. או האנושות, חכו לברד האבן שיושלך עליכם מהשמיים. С небес будет падать на вас камни, градин. שתרגישו שיש גבול לרוע ולדור הזה. Чтобы вы поняли, что есть границы у злобы этого злого поколения. משפט מתחיל, אנושות להתעורר. זה סטירות לחי, אלוהים עושה, תופס כל אדם. תסתכל מה קורה, пощечины, пробуждение от Бога. כדי להציל אותם, чтобы их спасти. שיחפשו את יהובה בחוסר תקווה, чтобы искали Бога, к нему обращались, когда темно, тепло, שלא נמצא, לספרו, что борется. Сейчас будет тоже то, что ты сказал, что будут обращаться ночью к Богу. אני אומר שזה חלק הבא בחזיון שלי. הללויה סום. Аллилуйя. חוסר תקווה, האדם נופל לברכיים. когда нет больше надежды, человек падает на колени. מתחיל בשיח הראשון עם יהובה, начинается первое общение с Богом. Апелли של בני אדם, как они удивятся в человеке, что Бог услышит их, שיהובה ישמע אותם. כי הם באמת ידברו אליו, потому что они по-настоящему обратятся. Дальше. Начинается такое землетрясение большое, что дом, где мы находились, ходил так, потом обратно, вниз, вверх. Трясло его, что оставалось только скелет дома. רעידת אדמה הייתה כל כך חזקה שהבית זז בכל הצירים האפשריים עד אשר נפל כמעט כולו ורק השלד נשאר. גם זה מתוכנן שיהיה. Это также обязательно произойдет. בזמן עלייתנו מכאן, в то время, когда мы уже уйдем отсюда, дети. כי אז לא יהיה תקווה להם, у них уже не будет больше шансов. כי בינתיים אלוהים מחזיק את המציאות הזאת בשביל אלה שלא התחסנו. Папочка содержит еще эту реальность ради тех, которые еще отказываются от прививки. А мы цим, כמו доктор Авни. И во время землетрясения мы по очереди молились, чтобы папочка сохранял нас. בזמן רעידת האדמה, כולנו התפללנו בתור זה אחר זה, על מנת שישמור אותנו בחיים. הוא ישמע אותנו, он будет слышать нас, ויציל אותנו מכל רע, ויציל нас от всего злого, עד אשר נראה את מלאכים השומרים עליהם. До тех пор, пока не начнем замечать странно, זה מוזר, שאנחנו נראה אותו, увидим ангелов, которые защищают нас. זה יקרה, скоро это произойдет, дети мои. בסכנה הראשונה, אבא ייתן סימן הרגעה. При первой опасности папочка даст успокоение, чтобы не так сильно боялись детки. Дальше. И во время землетрясения Микаэль собирал инструменты всякие и набрал 3 ведра. בזמן רעידת האדמה שמרעיד את היסודות, люди задумываются и стремятся к нему, и готовятся к встрече к нему. ואנשים מתכוננים לפגוש אותו, и боятся этой встречи. И מאוד מהפגישה הזאת, לכן עובדים בשיא הרצינות, поэтому серьезно будут работать над собой. В своих домах, בבתיהם, ינסו להיות יותר טובים, будут пытаться быть лучше. חלקם, некоторые, חלקם ידרדרו כמובן, некоторые же будут еще больше деградировать. מיקאל אסף 3 דליים של כלים. סוף סוף זה התשובה שלנו, наконец это ответ нам. Что это за 7, что это за 3, а за 7 ומה זה 3.
Шева карнаим амфакот это коль. 7 рогов, которые разрушают все. Шалош, третий. Цикилим шельнетина. Это действительно инструмент. На иврите кли, да, это инструмент. Килим шельнетина, то есть инструменты отдачи. Килим шельнетина лену ливнот. עכשיו, בתקופה הזאת שאנחנו במשפחה, находясь в семье, мы должны вырабатывать в себе не прежние образы, повторять, ולשחזר את הדפוסים הישנים של האגו, אלא להתחדש באיך שמשיח היה פועל במקומנו. Обновляться в том, как если бы Господь действовал вместо нас. להרוויח את מקומו להיות ליד יהובה. Потому что никто из нас не честным трудом заработал то, чтобы быть рядом с Господом и с Богом. עובדה שאבא מתגלה אלינו, что папочка открывается нам. אנחנו לא רואים שום פרט בחיזיון של אל גיבור, שאנושי מעורבב פה. Мы не видим ни грамма человеческого в видении Творца, а только божественные картины. רק תמונות רוחניות. כולל עכשיו השלוש הדליים של כלים של נתינה. 3 ведра инструментов. זה מה שעלינו לאסוף בתקופה הזאת של משפחתנו. Во время нашей семьи наша задача забрать, собрать и узнать эти инструменты. Лафохлиот Машиах бехоль битуй шелан. Стать Господом во всех наших проявлениях. И закончилось землетрясение, и над домом как бы включился свет. מדהים. רעידת אדמה הסתיימה ומעל הבית נהיה אור. Свет загорается внутри сердца. И он נדלק מתוך הלבבות. Он начинает сиять золотым сиянием. Иерусалим Шельмала הופך להיות בלב שלנו. Небесный Иерусалим начинает обитать внутри нас. הקשר שלנו עם יהובה וכיסא כבודו. и его колесницы. כי כיסא כבודו הם האופנים של הקרובים. ведь его престол движется на гальгалим, на колесах колесниц 4 животных, של 4 חיות הקודש, которыми является наша семья. наша משפחתנו היא. И увидел парочку, молодую парочку, гуляют. ראיתי זוג צעיר מתהלם. Что это за парочка, которая гуляет? И спрашиваю их, вы почувствовали землетрясение? Они говорят, нет, не почувствовали. שאלתי אותם, הרגשתם את רעידת אדמה? אמרו, לא הרגשתם יותר מדי. דальше. Увидел соседку рядом с этим домом на 2 этаже, спросила ее, почувствовала ли она. ראיתי את השכנה בקומה השנייה, אם היא הרגישה את רעידת האדמה. я думаю, что тоже ничего не почувствовал. Шевшигам, לא הרגיש דבר. потому что люди не знают, что конец света приближается. הם לא יודעים שסוף העולם מתרחש עכשיו. они не знают, что это печать зверя. אין להם מושג שזה קו החיה. не имеет понятия мой отец. לא ידע אבי, как жалко. это погибшие души. השמות האלה מתחבות, когда они соглашаются. שהם מסכימים. неведомые на заклание козлики. זה הזבח הגדול לאדוני. это большое жертвоприношение Богу. ведь кровь их, душа их будет принадлежать дьяволу и домам, и нефеша Адам, и дамо. Их кровь будет вечно пребывать в озере. Не поэтому ли воды становятся кровью детям? Все больше и больше людей переходит в царство дьявола с каждой следующей прививкой. Дальше. Эта соседка сказала так, что я видела все это, и это сделано специально. ראיתי את כל זה, אמרה השכנה, וכל זה נעשה בכוונה. Знает, кто может управлять таким, сделать такое землетрясение. ולידת ומכירה מי יכול לשלוט בכזה סדר של גודל רעידת אדמה. Бог дает нам эту власть. Иоанн Тен в пятницу на площади скажете, что приготовьтесь человечеству к граду каменным, которого не видно было еще со времен сотворения мира. Я сказал ей, пошли мне видео с Ютуба. Она знает, кто может делать это специально. תשלחי לי וידאו מיוטיוב, אני רוצה לדעת מי יודע לעשות את רעידת האדמה, מי יודע לזמן. Ребятки, вы представляете, что папочка даст нам поражать землю всякую язву. Будет так страшно. Дальше.
видение пока ты не рассказываешь, расскажешь теперь случай из реальной жизни, который сегодня произошел. עכשיו אני אספר משהו שקרה היום, באמת, שפתחתי יוטיוב, זה כבר סוף החיזיון בינתיים, קופץ לזה עכשיו משום מה. Вижу на первой странице там у Галины Царева «Кто управляет погодой» фильм. ורואה בדף הראשון של גלינה צליבאיה, יש אישה רוסית מדהימה שכזאת, изумительная русская женщина, אשר עוזרת לנו בזמנים קשים אלה, которая помогает нам в эти тяжелейные времена. Мы бы не знали о Люциферазе без нее. בלעדיה לא היינו יודעים על Люцифераза. אז תודה לאל שיש נשמות כאלה. Спасибо Богу за то, что послал нам такую душу, которая собирает эту информацию по крупинкам, чтобы донести до нас. И она жива, и Бог ее хранит. И хая, Йова Шумер. Дальше. Дальше мы возвращаемся к видению. Потом я пошел за сигаретами. הלכתי להביא סיגריות בחיזיון. И как бы я ехал на машине. כאילו נסעתי ברכב. Меня вдруг останавливает мент, и я останавливаюсь и смотрю. На светофоре, светофор не работает. Думал, что прошел на красный. אני עובר ואני רואה שהרמזור לא עובד. Такое может быть только, когда включают электричество, ребят, и делают мини-апокалипсис. מכבים את החשמל, готовят они, מכינים, вообще не показал бы нам неработающего светофора. Дальше. И подумал, что не выпил, нечего меня тормозить, и пошел к нему. И он мне говорит, что если ты не пойдешь со мною пить, то я тебя арестовываю. אם לא תלך איתי להשתכר, אני אוסר אותך. И я сказал ему, я ничего не нарушил, и я с тобой не пойду, и ты не имеешь права меня арестовать. Я дошел до конца улицы, и за углом вижу людей, которые стояли на колени и молились. הגעתי לסוף רחוב וראיתי בני אדם שעמדו על ברכיהם והתפללו. Только эти будут оставлены в живых метафизическим образом, сверхъестественным, божественным. Только те, которые начинают свой день, или шематхримит юмам ми тфилат беркаим, с молитвой на колени. Первым делом, проснувшись, вот что мы должны делать. Если не так, наши отношения с Богом, когда мы посвящаем себя, предлагаем себя в жертву Богу, чтобы его дух пребывал в нас, а не наше вонючее я. Чтобы его воля творилась через нас. Бог сохранит только таких. Шем, Ишуа, Амашьях. Аминь. И по всей этой улице было темно, не было даже фонариков включено. Да, видите. Все, папочка говорит, ждите отключения электричества. Хаку, сгират, хашмаль, умер Йова. Это уже второй раз, когда он говорит то же самое. В одном видении, פעם שנייה שהוא מדבר באותו חיזיון, את אותו הדבר. Значит, верно, истина и свершится. Электрическая блокада, напишем мы также. Никто как хашмаль глобальное затемнение или... Я остановился возле одного маленького мальчика и тоже встал на колени и слушал то, что он молился. עצרתי ליד ילד קטן שהתפלל על הברכיים והקשבתי למה שהוא התפלל אותו. Не помню, что он молился, но вместе сказали аминь, подпевая. לא זוכר מה הוא אמר, אבל אמרנו ביחד аминь. Ребятки, это первый раз в жизни, когда я, не начав молитву как следует, закончил ее именем Господа. Правда? И мы вместе аминь спели. Первый раз в жизни, ребятки, и как раз у борца эта ситуация происходит. Аллилуйя, солнышко. Вау. Гибо бедюк, эта ситуация, что мы будем согласны с любым верующим, который встанет на колени перед Богом нашим. Киколь маамин. Ни за что сатанист
И неверующий не встанет на колени ни перед кем. Правильно? Дальше. Потом его сестра, мы поднялись все, стали на ноги, и его сестра что-то говорила. Все мы, ואז התרוממנו מעל ברכינו, ואחותו התחילה לדבר אל סובביה. Она говорила, обращалась к окружающим, да? которые были с нею, которые были на колени. Там было где-то 10. 10 אנשים שעמדו לברכיים והיא דיברה אליהם. Где-то было уже 15-16 лет, побольше, чем мы. Это בת כ-15 והתחילה לדבר אל הנביאים. Ведь это пророки только способны встать на колени перед Богом. Люди, у которых личная связь с Богом. אלה שיש להם יחסים קרובים עם אלוהיהם, которые периодически становятся на колени. Аллилуйя, дети. Аллилуйя! Я сказал ей, не говори так быстро, потому что ты говоришь быстро, и люди не понимают. Говори четко слова, чтобы поняли каждое слово. תדברי לאט, אל תמהרי כל כך, כדי שאנשים יבינו מה את אומרת. Наша задача, дети, стать настоящим каналом Бога. נהפוך להיות ערוץ יהובה אמיתי, שדרך גרוננו ידבר, чтобы через уста и гортань нашу Бог говорил. שזה יש להסיר את כל השקרי ואת כל מה שהוא נוגד את מצוות Ишуа. Поэтому наша задача снять всю ложь с нашего бытия и уподобиться Господу во всем, во всех его заповедях. Блаженны, соблюдающие заповеди, написано в Откровении сего, терпение святых, совлюбленных души без этого. Они будут относиться к нам как к мусору, так свалено к мользеве, ванахну, ну а вы не хабелю там к мо, это Йова. А мы будем относиться к ним как к Богу. И будем уважать их как Бога. Моше Авраам аса эль аомлесим. Как Авраам делал со всеми бомжами, имея свой дом для нуждающихся. А для Авраама я бейт там хуй. У Авраама был дом для нуждающихся. Не так ли? Да. И каждый мог остановиться в его изумительном доме. Их было 318 человек, шлош моту шмуна и шаю. Дальше. Потом я зашел, дальше была больница. Я зашел в нее и там спросил, где могу купить сигарет. נכנסתי לבית חולים, שאלתי איפה אני יכול לקנות סיגריות, чтобы означало с ее введение. הלא זה שבתי חולים יהיו מפוצצים, что будет эпидемия следующая, что жизнь будет людей протекать почти в больницах. שחייהם של בני אדם רבים יהיו בבתי חולים, из-за неспособности ухаживать за собой. ביכולת לשרת את עצמם. יהפכו להיות סיעודיים רבים, многие станут нуждающимся. Или последствия, да, побочный эффект приведут многих. Они будут кричать о том, что это новые заболевания. И что не можешь же ответить на все возможные появляющиеся. Если это было только преддверие, то, что нам показали. Захая Гама, Маши, Улену, имя с этой. Дальше. Когда я спросил про сигареты и еду, я что-то спросил, что у меня болит, не помню точно что. Если они могут осмотреть типа меня. שאלתי את הרופאים, כי אמרתי שמשהו כואב לי, וביקשתי שיתבוננו בי. דальше. И там тоже было темно в больнице. שם, בית חולים, היה חשוך. Ясно, дети? Теперь нам стало понятно. Значит, отключение электричества. Значит, вот они, фильмы, когда мы не могли выйти на связь, введение, да, когда скайп глючил, не работал, то есть не было неполадки с интернетом. Ох, что готовит нам. Амаханимра. Дальше. И она говорит, хорошо, сейчас пойдем, и вдруг все заснули, все, которые были там. Она сказала, Ямра, вынелеха нерелеха, да, спитом кулам нердему. Это означает, что вот они умерли второй смертью, потому что ДНК падших ангелов в их телах привело к изгнанию души и забесовению одержимости вечной этих людей, которые согласились на печать зверя, укус скорпиона.
страшная участь, Господи, в наших глазах произошла. Мы не успели предупредить. Точнее, мы кричали, но нас никто не слышал. Не так ли, дети? Да. Да. И я осмотрелся вокруг и говорю это иметь сестрички. Идем, потому что мне надо идти. Она говорит мне, иди до конца коридора, и там найдешь какой-то кабинет. Она мне объяснила там. הסביר לי איך לגשת למשרד. дальше. Когда я дошел до конца коридора, там был типа как прием в военкомате. בכניסתי למשרד ראיתי שזה היה מאוד דומה ליום גיוס המוני. Что у нас происходит в военкомате, ребят? Обязательно ты становишься теперь владением армии. Она в тебя вкладывает как бы. На самом деле мы знаем, что происходит. Дальше. И на этом коридоре было свет, как дневной уже. ובפרוזדור הזה היה אור. То есть они сделают жизнь безвыходной для не имеющей печати зверя. Так что единственный их выбор будет все-таки согласиться на что не пожрать, негде работать и так далее. Дальше. И я пошел до того кабинета, где должен был пойти, и там был парень, и дал мне, в правой руке дал мне стакан вина, а в левой хлеб. וואו, האדם שפגשתי שם נתן לי ביד ימיני יין וביד שמאלי נתן לי לחם. Мы знаем, кто это у нас такой Мелхиседек, царь Салимский, который выходит с хлебом и с вином. Помните, ребятки, да? Да. אשר יצא עם לחם ויין. При знамении Господа, который есть хлеб, сошедший с небес, и который является духом, то есть вином красным, его кровь Нового Завета будет течь в наших жилах, живая кровь, а не кровь мертвеца. еще הולחם החיים היורד מהשמיים ודם הזורם בעורקינו יהיה דם חי של ישוע. Дальше. И он сказал мне, что обязательно должно быть вино в правой руке держать, а хлеб в левой. הוא אמר שחובה להחזיק ביד ימין את היין וביד שמאל את הלחם. בלי לחם חוקנו, без хлеба нашего повседневного общения с Господом. И без того, чтобы вводить в себя дух Господа, что является вином, невозможно прийти к Богу. Должна быть наша правая и левая рука. Хлеб жизни, которым является Господь, и дух Его, который мы должны заполучить внутрь себя и вести себя как Господь. Дальше.